Правительство умалчивает о страшной ситуации, которая может привести к голоду самого бедного слоя населения Таджикистана. Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. Дехкане в Пиджикенте жалуются на нехватку воды. В мае этого года сотни гектаров земли в долине Дашти-Кази и Рукнабот в Пиджикенте остались без воды из-за неисправности водопроводных линий. Причем именно здесь в прошлом году с участием президента страны состоялась церемония открытия новой водопроводной линии. Сейчас, когда уже установилась жаркая погода, сотни гектаров сельхозугодий в Пиджикенте так и остались без воды. Земледельцы беспокоятся о будущем своих садов и сельхозугодий. Нуридин Кадиров, фермер из Пиджикента, в начале мая сказал: «Если кто-то сейчас увидит наш канал, то поймет, как по нему течет вода и каким образом люди поливают свою землю. Большая часть сельхозугодий в этой местности орошается каналом Маргидар, длина которого составляет 35 километров. Так как большая часть земель расположена в верховье канала, то вода к ним может поступать только через водопроводные линии. Но сейчас они не работают. Зиовидин Саторов, житель Пиджикента, говорит: поливной сезон начался давно, но у нас на всех один вот этот агрегат остался. Да и то он до сих пор не отремонтирован. Причина в том, что нам отрезали электричество. Нужно агрегат демонтировать и исправить. Но как это сделать без электричества? Что там внутри, никто не знает. С 1996 года никто из структур хукумата Пиджикента не приезжал сюда, чтобы его отремонтировать. Хуснидин Гадоев, житель кишлака Рукнабот Пиджикента, сказал: 840 гектаров земли, полив которых обеспечивает эта линия, ждут воду. Земля высохла, вся растительность тоже высохла, урожаев нет. Даже картошку никто не сажает на этих землях, потому что нет воды. Жизнь людей зависит от воды, от земли. Будет работа на земле, будет хлеб. Но мы надеемся, что скоро нам дадут воду». Ровно год назад при участии президента страны Эмомали Рахмона в местечке Дашти-Кази в Пиджикенте была введена в эксплуатацию линия поливного водоснабжения с целью ввода в сельхозработ 200 гектаров каменистых и залежных земель на расстоянии 1280 метров. По словам Дехкан, они терпят убытки из-за того, что вложились в разбивку садов на этой местности. Мубаракшо Джаборов, фермер из кишлака Дашти-Кази, сказал: «Жители нашего кишлака потратили более 20 миллионов самани. Семена этого растения стоят от 5 до 8 долларов. Люди закупили и посадили. Лично я потратил более 75 тысяч самани. И сейчас вот такая вот ситуация. Воды нет, поскольку водопроводные линии неисправны, а водные каналы не чистятся. Некоторые фермеры поливают деревья вручную». Абдумаджид Набиев, житель Пиджикента, сказал: «Насос не работает, поэтому мы вынуждены привозить воду на машинах и поливать деревья. Никому дела нет до этих неисправных насосов. В кишлаках Дашти-Кази и Рукнабот проживает более 2200 семей, чья жизнь зависит от работы этих водопроводных линий. Если вода так и не поступит, то скоро вместо лета наступит выгоревшая осень». Как вы относитесь к такой ситуации, что совсем недавно Эмомали Рахмон открывал водопроводную линию в этом местечке, а сейчас люди боятся, что останутся вовсе без урожая? Почему никто на это не реагирует? Что местные власти не знают об этой ситуации или просто игнорируют? Страшно подумать, что в этом крае будет дальше. А вы как думаете? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.